Резонансное дело, которое возмутило всех таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Генпрокуратура Таджикистана прокомментировала дело Мадины. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Генеральная прокуратура Таджикистана прокомментировала нашумевшее дело о жестоком избиении жительницы Душанбе Мадины Мамаджоновой. Молодая женщина была избита и подвергнута пыткам в августе этого года и сейчас находится в тяжелом состоянии. По подозрению в совершении преступления задержаны муж и жена Лутфула Давлятов и Азиза Давлятова. Мэр Душанбе Рустам Эмомали взял под личный контроль резонансное дело Мадины. Пресс-центр Генеральной прокуратуры Таджикистана 1 ноября сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в жестоком избиении Мадины Мамаджоновой. После повторной проверки фактов в отношении Давлятовой Азизы Турсуновны возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 32 и части 1 статьи 104 «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. В отношении ее мужа Давлятова Лутфула возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117. Истязание, говорится в сообщении. По этим статьям Уголовного кодекса Азизе Давлятовой грозит до 15 лет лишения свободы, Луфтула Давлятову до 7 лет. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, сообщает Генпрокуратура. Другие подробности пока не приводятся. Ранее стало известно, что после обращения гражданских активистов к властям Таджикистана по поводу резонансного дела Мадины, прокуратурой Душанбе возбуждено уголовное дело против супругов Давлятовых, подозреваемых в жестоком избиении молодой женщины, и они задержаны. Мэрия Душанбе 1 ноября сообщила, что председатель города Рустам Эмомали провел специальное заседание с руководителями правоохранительных органов столицы, на котором было обсуждено дело, подвергавшееся жестокому избиению Мадины Мухаммаджоновой. Инцидент произошел в августе текущего года. Пользователи Facebook сообщили, что молодая женщина была похищена и жестоко избита супругой мужчины, с которым она встречалась. Позже стало известно, что Мадину жестоко избила Азиза Давлятова, жена ее коллеги Луфтула Давлятова, из чувства ревности к своему мужу. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Выяснилось, что Луфтула Давлятов – это имя по паспорту Парвиза Давлятова, супруга Азизы Давлятовой. Насколько он причастен к похищению и участвовал ли в избиении Мадины, пока неизвестно. Гражданские активисты были возмущены тем фактором, что подозреваемая Азиза Давлятова под предлогом амнистии была освобождена из-под стражи. Также в обращении говорилось о том, что в ее отношении даже не было возбуждено уголовного дела, несмотря на то, что компетентные органы осведомлены о случившемся и что родные пострадавшей девушки написали заявление. Некоторые из информированных источников об этом деле рассказали, что подозреваемые из влиятельной семьи. Сразу после того, как обращение активистов было опубликовано в Facebook, мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил повторно провести расследование. Во время заседания у мэра прокурор города Душанбе сообщил, что в отношении Азизы Давлятовой Лутфула Давлятова возбуждено уголовное дело по соответствующим признакам совершения преступления согласно Уголовному кодексу Таджикистана. Жестокое избиение молодой женщины вызвало большой резонанс в таджикском обществе, подняв вопрос о самовольных разбирательствах и наказаниях. Эксперты говорят, что из-за того, что милиция, прокуратура и другие органы власти не выполняют свои обязанности должным образом, потерпевшие и истцы вынуждены обращаться в таких случаях к президенту страны и его детям. В некоторых случаях это дает результат, но в большинстве случаев все заканчивается без каких-то либо серьезных результатов. А как вы относитесь к деятельности правоохранительных органов в Таджикистане? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!